эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Общественный добровольческий штаб республики по борьбе с лесными пожарами продолжает работать в Якутске. Заболевших коронавирусной инфекцией становится больше с каждым днем в Якутии. Массовая вакцинация продолжается. День военно-морского флота празднуют сегодня в России. Мы переходим к брифингу оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Сегодня на территории республики тушится и действует пожаров 181, тушится 52. Локализовано за сутки 14 и ликвидировано 41. Работает на пожарах 2108 человек и техники 262. Также работала по прошлой схеме вертолеты и самолеты, которые работают в тушении пожаров. Самолет «Циклон» не работал. Также у нас работают добровольцы. Добровольцы работают в ближайшем районе от города Якутска. Это в Хангаласском районе, Намском районе и, конечно, в Горном районе. Была угроза участку населенного пункта Кентик в Верхневилюйском районе пожар, который пошел по верховому пожару. Благодаря работе местного населения и пожарных служб, которые работали близ данного пожара, пожар остановлен. В данное время идет все равно напряженные мероприятия по части остановки данного пожара, локализации ее. И сегодня также будем перебрасывать силы и средства на данном пожаре. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. А тем временем общественный добровольческий штаб республики по борьбе с лесными пожарами продолжает свою работу. Ведется прием пожертвований и запись добровольцев. Подробнее нам готова рассказать наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, приветствую, тебе слово. Приветствую, Кристина. Штаб начал свою деятельность 19 июля. И за это время им удалось отправить более 120 добровольцев на места тушения пожаров в Хангаласском, Горном и Намском районах. Между тем, также оказывается и поддержка в виде отправки материальной помощи в пострадавшие районы. На сегодняшний день заявки были приняты от Татинского, Тампонского и Нюрбинского районов. Также специалисты подчеркивают и острую нехватку снаряжения, продовольствия. О том, чего конкретно не хватает, нам рассказала сотрудница колл-центра Лили Адун. Предлагаю послушать. На сегодняшний день штабу не хватает инструментов. В основном это лопаты, потому что в городе их очень трудно. И ранцы РЛО. Еще у нас медикаменты, кстати, были бы неплохо. Капли глазные, там от отравления, от ожога по обязательной мази. В основном вот так вот. И продукты питания предоставляют очень многие люди. Добровольцы сами приходят, предоставляют эти наши продукты, тоже медикаменты. Вот вчера привозили больница глазная, привозили очки, там маски. Кстати, маски респираторные с помпами, которые еще вообще нехватки, с фильтрами. Также, как по словам представителей штаба, не хватает добровольцев на неделе, которые будут работать на местах тушения пожаров по неделям. Следующие группы добровольцев будут отправлены уже во вторник в Хангаласский район на борьбу с пожарами в национальном заповеднике Ленские столбы. Также
Сотрудники штаба отмечают, что добровольцы вызываются не только из числа жителей республики. Так, например, совсем недавно в Хангаласский и Намский и Горный районы были отправлены жители Московской области, которые приехали сюда специально для тушения пожаров. Для тех же, кто прямо сейчас хочет подойти по адресу Орджоникидзе 10 в Якутске и записаться в следующую группу добровольцев, при себе необходимо иметь копию паспорта, ИНН и СНИЛСа. Ну а у меня к этому часу все. Кристина. Спасибо за информацию. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Работодателям разрешили отстранять непривитых работников без сохранения зарплаты. Спутником ВИ рекомендуется вакцинировать всех пациентов с онкозаболеваниями, которые завершили противоопухолевое лечение, делать прививку тем, кто перенес инфекционное или неинфекционное заболевание. Можно через 2-4 недели после выздоровления. Вакцинироваться эпивак-короной в Минздраве не рекомендуют при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците. В Якутии коронавирусом заболели 122 человека за сутки, в Якутске 63 случая, в Мирнинском районе 11, в Алданском и Нерюнгринском районах по 7 заболевших, в Ленском районе 5, в Усть-Алданском 4, в Валайховском, Амгинском, Горном и Кобяйском районах по 3 инфицированных, в Верхневилюйском, Верхоянском и Мегино-Кангаласском районах по 2, в Вилюйском, Жиганском, Момском, Намском, Алекминском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 1 случаю. Тем временем в Якутске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Медучреждения получили новые партии препарата «Спутник Ви». Так, Якутская городская больница номер 3 получила 800 доз. Сегодня «Спутник Ви» можно получить без записи и прикрепления в порядке живой очереди с 9 до 15:00 по адресу улица Лермонтова, 121. Необходимо предоставить медицинским работникам паспорт, СНИЛС и полис медстрахования. В здании работают 4 кабинета врача и 4 процедурных помещения. Для получения вакцины при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Напомним, по поручению главы республики Айсена Николаева было увеличено время работы прививочных пунктов и количество бригад. В число основных пунктов вакцинирования, помимо Якутской городской больницы номер 3, входят поликлиника номер 1, медицинский центр Якутска, республиканская клиническая больница и Якутская городская больница номер 2. К другим темам. 19 сентября состоится единый день голосования. В этот день в республике, кроме выборов в Госдуму, состоятся дополнительные выборы народных депутатов Якутии 6-го созыва в 2 одномандатных округах – Калым-Андигирском и Университетском. Также в единый день голосования на территории республики будут проведены 75 муниципальных избирательных кампаний. Таким образом, всего будет замещено 237 депутатских мандатов районного и поселенческого уровней. Все выборы в органы местного самоуправления назначены и будут проходить на территории 29 муниципальных районов. Будут задействованы все 35 территориальных избирательных комиссий. Мы также активно работаем нашими избирательными комиссиями по уточнению избирателей, которые хотят и готовы голосовать в отдаленных и труднодоступных местностях, в вахтовых поселках. Мы предполагаем, что где-то образуется чуть более 20 временных избирательных участков, где будет организовано голосование для данной категории населения. Сроки проведения всероссийской переписи населения могут быть перенесены на 2 недели позже, на период с 15 октября по 14 ноября. Соответствующее решение обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи, которое прошло в Координационном центре правительства России. Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации Единого дня голосования. Из нововведений – самостоятельное заполнение электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».
Аэропорт Чульман в Нерюнгринском районе остается закрытым для приема самолетов из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. С 1 июня рабочую зону сократили до 1850 метров, а через месяц закрыли полностью на 4 месяца. Как нерюнгринцы справляются с ограничениями и каким темпом идет реконструкция, узнавали наши коллеги. Сегодня нерюнгринцы не видят больших проблем в приостановке деятельности аэропорта. Они прекрасно понимают, что это временно, а результат будет стоить того. Нерюнгринцы не отказываются от отпуска, едут к месту отдыха своим ходом на машинах или отправляются в путь на поездах. Полеты вертолетов всех типов сегодня не ограничены. Они летают с работающего перрона по заявкам от МЧС, ФСБ, МВД для облета нефти и газопровода, а также для выполнения санзаданий. По контракту предусматривалось закрытие аэропорта на 9 месяцев. Генеральный подрядчик рассмотрел все риски возможные в связи с увеличением стоимости как работ, так и всех комплектующих изделий, инертных материалов для производства бетонных работ. Рассчитали все и вышли с предложением еще в конце года о принятии дополнительных мер по увеличению всех материалов, техники и увеличению еще одного бетонного завода. Росавиация поддержала этот проект, и вот на сегодняшний день решение принято. В целях сокращения расходов на 2022 год, а также уменьшения простоя аэропорта Нерюнгри, принято решение всего на 4 месяца закрыться вот именно в этом периоде. В 2019 году определился подрядчик. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Стройдорсервис». Это алданская строительная компания, занимающаяся промышленным и гражданским строительством, реконструкцией и ремонтом дорог. За 8 лет работы компании реконструкция аэропорта – первый подобный проект. Сегодня на объекте работают более 300 человек, которые трудятся в 2 смены без выходных. Та работа, которая уже проведена компанией-подрядчиком на длине полосы 3 километра 600 метров, показывает, что работа очень высокого качества, абсолютно соответствует всем требованиям, которые предъявляются к современным взлетно-посадочным полосам, которые будут принимать любые воздушные суда, которые у нас в мире летают. Я надеюсь, что и в дальнейшем работы будут проводиться строго по графику. Уже в этом году взлетно-посадочная полоса, как я уже сказал, заработает полностью к концу года, а уже в дальнейшем будет завершено и строительство других объектов, в том числе и нового аэровокзального комплекса аэропорта. И тогда, конечно же, Нерюнгринский аэропорт уже будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к международным аэропортам. Начавшаяся в 2019 году реконструкция должна закончиться к сентябрю 2022 года. Для взлетно-посадочной полосы сроки иные – по 31 октября 2021 года. После завершения реконструкции аэропорт Нерюнгри вновь сможет принимать воздушные суда всех типов. Это значит, что крупные российские авиакомпании смогут зайти на якутский рынок, тем самым изменят цены на авиабилеты и расширят возможности передвижения по стране и за границу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. День военно-морского флота отмечают сегодня в России. Якутян с датой поздравил председатель правительства региона Андрей Тарасенко. Он подчеркнул, что это профессиональный праздник всех, кто служит или служил на флоте. От рядовых до адмиралов, от моряков до судостроителей, от действующих офицеров до ветеранов. Этой весной из 1270 призывников из Якутии на службу в ВМФ поступили 164 молодых ребят. День военно-морского флота первым отметит Владивосток. Там пройдет парад кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог. В торжествах задействуют 7 боевых кораблей. Ну а главный военно-морской парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.